Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем нашу передачу «Буддийский путь». И на прошлой передаче мы рассказывали вам об истории жизни Будды, о том, как он родился, как он спустился с небес Тушиты. И мы рассказывали о 12 деяниях Будды. И вспоминали разные истории, которые были связаны с ним во время его жизни. И когда мы опрашивали буддистов в Туве, мы выявили, что 83% населения считают себя буддистами. То есть тувинцы, они придерживаются буддийского мировоззрения, они верят в Будду. И только половина из них ходят в храмы, посещают хуре, делают обхождение ступы и субурганов. И четверть населения понимают, изучают, кто такой Будда. И чтобы еще более глубоко разобраться в этой теме, мы пригласили еще раз Баву Алдара, это студент буддийского университета. И мы хотим еще раз спросить, кто же такой Будда? Это, как дети нам рассказывали, просветленный человек, это необычный человек. А как вы думаете, Алдар, и как вы можете объяснить, что такое Будда и кто такой Будда? Многие люди имеют представление о Будде как об основателе религии буддизм. Но в те времена Будда, он никогда не говорил, и он никогда не считал себя основателем новой религии. Он всего лишь был учителем, который рассказывал о том, чего он постиг своим многолетним анализом. Да. Еще многие люди могут подумать о том, что Будда, он всемогущ, он обладает множеством способностей, он умеет исцелять людей, воскрешать их. Но на самом-то деле тоже нет, Будда, он тоже не всемогущ. И он даже как-то рассказывал, что нет, я не могу омыть все ваши грехи, и я не могу сотрясти с вас все ваши недостатки. Вот. Тогда что же он делает? Появляется вопрос. Будда, он также не может просто взять и передать свои знания, он не может передать свои постижения, но он может поделиться с ними, он может рассказать о том, как он достиг, он может поделиться своим опытом, и поэтому для нас, для буддистов, это больше как учитель, нежели какой-то бог или божество. В некоторых традициях, например, индуизма, говорится, что Будда – это божество, что это некая эманация, некое воплощение различных божеств. Но в буддизме, в самом буддизме так не говорится. Считается, что, как написано в священном тексте слов Будды, писалось, что это такой же человек, как и мы, который дневно и ночно искал ответы на самый главный вопрос: в чем же истина? Вот. Ну, мы знаем, что на прошлой передаче мы говорили о 4 благородных истинах, и он рассказал об этих истинах, и что есть путь для достижения всеведения. А как вот еще можно объяснить с точки зрения абсолютной истины и относительной истины? Потому что мы думаем, что Будда – это такой же Бог-творец, да, то есть он то, что находится постоянно, и мы думаем, что мы только ограничиваемся мольбой, молитвами, да, вот, но и ждем, что вот это все сиюминутно должно произойти, что сиюминутно должны решиться проблемы, что все, что мы захотим, оно прям придет так сразу в этой жизни. Как вот нужно правильно думать во время вот? В монастыре, чтобы изучать учение Будды, изучать дхарму и практиковать ее, самым первым делом мы изучаем, кто же открыл, кто же начал весь этот путь. Мы изучаем, кто такой Будда, можно ли ему верить или нельзя ему верить. А может, он какой-то ненормальный человек, который все это выдумал. Да, но потом в процессе анализа мы понимаем, что Будда – это не какой-то творец,
Потому что, как я в самом начале сказал, он не может создавать планеты, миры, но потому что для того, чтобы появился мир, на этом сопутствует множество причин и условий. То есть ни один Будда не может сотворить мир. Вот. Также появляется вопрос, является Будда божеством? Как отвечал тоже большой учитель Кунделини Ринпоче, он говорил, что Будда, ну это не отдаленно какое-то от нас божество, какой-то там Бог. Нет, Будда такой же человек, который как мы. И в основном он всегда находится рядом с нами, а именно в наших сердцах. Вот. Также говорится, что не только Будда, мы сами тоже можем стать Буддами в какой-то момент. У нас есть потенциал стать совершенным человеком. Потому что, как говорил мой очень хороший знакомый, мой друг, он говорил, что Будда – это полностью здоровый человек, у которого полностью здоров ум. И на самом деле это правда, потому что с санскритского слово Будда означает пробужденный, просветленный. То есть тот, который проснулся от сна невежества, неведения. Вот. Также из тибетского слова Будда, которое называется Сангье. То есть раньше в тибетском слове не было, в тибетском языке не было такого слова. Они потом уже позже придумали, когда переводили священные тексты на тибетский язык. И вот они перевели это слово как Сангье. Сан означает очищать или очищенный. Ге означает распространять или увеличивать. Вот. Тоже появляется странное значение этого слова. Очищать, увеличивать. Что очищать, что увеличивать? И Будда – это такой человек, который очистил от себя самого свои негативные стороны, свои негативные состояния ума. Тот, который избавился от, можно сказать, неправильных воззрений своего ума. Вот. И тогда, что же он пробудил? Что же он вобрал в себе? Вот. Будда – это тот человек, который еще денно и ночно он старается развивать свой ум. А как можно развить свой ум? Свой ум развивается, когда мы делаем упор в развитии своих духовных качеств, таких как любовь, сострадание, забота, терпение, усердие. И, конечно же, самое важное – это мудрость, потому что Будда, он обладает состоянием всеведения, то есть он за один миг может прямо и правильно постигать все, ну, все, что есть. У меня так возникает такой вопрос, а почему, когда тувинцы особенно поклоняются, они очень осторожно к этому относятся? Ну, например, не все желают приобрести кунгуруа, установить дома, делать алтари дома. То есть есть определенный такой страх, и, наверное, это страх, связанный с изменением самого себя. То есть люди, наверное, привыкли находиться в таких комфортных условиях, привычных таких условиях. И мне кажется, появляется такое ощущение, что нужно вот прям настолько поменять, настолько изменить, как бы делать сдвиги по отношению к традициям, там, по отношению своего характера, личности. Изменения никогда не идут сразу, они никогда не появляются. Изменения, они всегда идут постепенно. И, не знаю, мне кажется, просто у людей очень много непонятной, недостоверной информации. То есть у них нету этой информационной базы. У них, возможно, у многих есть даже некоторые суеверные мысли насчет и Будды, и его учения, и о том, как происходят эти практики. И я уверен, что у многих людей сейчас тоже появились некие такие представления стереотипные о дхарме, о
о буддистах. И когда ты видишь в лицо такого человека, наверное, даже появляется вопрос, что он изучает? Почему я хочу стать как он? Вот. Но то, что мы должны смотреть, это, конечно же, ориентироваться не на буддистов, а уже лучше всегда обращаться к истокам, то есть к учителям. Да, это намного важнее. И да, все. А вот еще есть такой вопрос, когда тувинцы, ну, например, когда они проводят 49 дней, да, вот человек умер, там 49 дней, они приглашают и шаманов, и приглашают учителей, да. И как мы знаем, что иголка не может иметь две головы, мы не сможем шить с такой иголкой. И как вот все-таки сделать выбор в одну сторону? Принять решение, решительность, стать более таким уверенным и верить в то, что, ну, чтобы появилась вот эта непоколебимая вера в Будду. Да, на самом-то деле лично я к этому отношусь нормально, потому что если человек считает, что так ему полезнее, то, наверное, ему будет удобнее сделать именно так. Лично я представляю Будду как руководителя, основателя очень большой и очень развитой компании. Некоторые говорят, что он похож на врача, который дарует людям лекарства. Некоторые признают Будду как учителя, который основал некоторую систему философских взглядов и учений. Вот. И зачем обращаться, спрашивать с вопросами к офисному работнику, если можно спросить, или можно даже стать самим начальником, руководителем компании. И для меня то же самое. И... Это как в корабле тоже, да, есть капитан, который ведет корабль. Да, а есть тот, который, можно сказать, отвечает только за одно помещение. И зачем я этот пример придаю? В том, что именно Будда – это тот человек, который полностью развил все свои духовные качества. И он полностью, ну, как говорится в текстах, он освободился от внутренних ядов ума. Это негативные эмоции. Вот. А с другой стороны, нашу землю, наш мир населяют и другие могущественные существа. И это, конечно же, боги. То есть они существуют, как говорится в буддизме. Также существуют духи, могущественные тоже. И хозяева местности, которые покровительствуют над странами. Вот. Есть люди, которые могут общаться с ними. Но дело в том, что освободились ли от неведения, от привязанности, от гнева, от зависти те же духи, те же хозяева местности, те же боги. Здесь появляется очень большой вопрос. И, конечно же, в самом буддизме говорится, что мы должны помогать, мы живем, мы существуем с этими живыми существами. Мы должны им помогать. И, конечно же, уважать тоже. Почему? Потому что с помощью нашей веры, нашего уважения существуют эти невидимые для нас духи и хозяева местностей. Но в текстах пишется, что просить, идти к ним как прибежищу, просить у них спасения от своих собственных врагов умственных. То есть у нас всегда борьба с самим собой. И чтобы спасти себя от самого себя, мы должны дать себя в руки опытному специалисту, опытному учителю, самому лучшему профессору и врачу. Потому что если у вас есть болезнь, вы никогда не пойдете к медсестре. Она вам помогает, и вы ей помогаете. Но вы пойдете к врачу. Поэтому есть объекты почитания, которые обладают чистейшими характеристиками, да? Да, но здесь важно еще принимать факт, что Будды такие же совершенные существа,
например, бодхисаттвы и много святых людей, они не могут просто сдать, омыть вашу неблагую карму. Они не могут просто взять, стряхнуть с вас все недостатки. Они могут просто взять и свои знания вам в голову засунуть. Это невозможно. Они могут просто передать вам то, как они сами пришли к этому. А все это написано в текстах. Вот, и таким образом в текстах написаны большие руководства о том, как, например, преодолеть свой гнев, как, например, возрастить себе любовь. И любовь, это я имею в виду именно в самом широком, самом полном смысле этого слова, а не ту, которая происходит между мужчиной и женщиной. Да. И на самом деле это важно. Важно, конечно же, всегда учиться, важно всегда работать над собой, над своими недостатками и развивать свои сильные стороны. То есть это то, о чем говорят в буддизме. Это то, о чем преподавал Будда. Но если есть отрицательные качества, надо их тоже развивать. То есть не то, что развивать, Да, потому что в буддизме там все ко всему подходят очень философски. И даже наши недостатки, они даже очень полезны. Почему? Потому что они способствуют нас развиваться, идти дальше, преодолевать себя и становиться лучшей версией себя. Вот. Ну, если очень стараться, то можно за эту жизнь. У нас же принято достигнуть. говорить: терпение, труд, все перетрут. И все наши учителя, имеется в виду буддийские учителя, они всегда преподают нам о том, как получать знания, как размышлять над ними и как использовать их в своей жизни, как находить им практическое применение, и о том, как же нужно быть всегда усердным. Да. Как нужно бороться со своей ленью, со своими... Понятно. Ну да, это получается очень кропотливый труд. Очень требует ежедневной практики, да, ежедневно, ежесекундно обращаться к самому себе. И как вы сказали, у нас только половина из всех буддистов ходят в хюре, субурганы. Они приглашают в свой дом учителей. На самом-то деле, я честно вам скажу, это легкий путь буддиста. Потому что это легко позвать учителя, чтобы он почитал вам сутру и представить, что на этом проблема заканчивается. Но нет. Намного, как вы сказали, сложнее это каждый день сидеть и анализировать себя, думать о том, что ты сейчас делаешь, где ты находишься. Нравится тебе вообще находиться здесь, своим нынешним положением дел. Вот. Это уже немного сложнее. Ну, когда у тебя появляется вот эта радость, появляется азарт, появляется азарт учиться, идти на следующую ступень. У вас потом появляется желание все это постигать, появится радость и некоторая даже уверенность, что у вас есть некоторый багаж знаний. Да. Но очень интересно, когда вы рассказываете по поводу того, что это подъем по лестнице, а ступеньку за ступенькой, все выше и выше, не останавливаясь. Потому что если остановиться на полпути, то не будет результата. Да. А наша цель — это все-таки достигнуть определенной цели. Какой цели? Долгосрочной цели. Какой? Это быть счастливым. Да, правильно. Просто быть счастливым. А человек становится счастливым. Успешным, счастливым. Да. Человек и становится тогда, когда он полностью ментально здоров. И когда человек становится ментально здоровым, он полностью погружается в свои хорошие духовные качества. А Далай-лама даже потому что они поясняет. преобладают. Да, уже... потому что на самом деле все это есть в самих людях. У нас есть любовь, у нас есть сострадание, у нас есть радость. Интересно. Но просто мы уже как-то не умеем пользоваться им. То есть когда уже будет... Не умеем замечать. Ну, как весы, когда больше положительного, уже нету отрицательного, да? Да, это есть... чем больше у нас положительных,
состояний, качеств, тем наши негативные, наши отрицательные, те, которые вредят нам самим и близким нашим людям, они тоже сами собой, они становятся все меньше и меньше. И как подчеркивает Далай-лама, духовные качества имеются в виду общечеловеческие, те, которые присутствуют в каждом человеке. В каждом человеке есть любовь, в каждом человеке есть радость. И это именно то, что нам нужно развивать. Ну, мы вас очень хорошо поняли. Мы теперь будем говорить об успешности, о счастье, о том, как делиться со своим счастьем, радостью, да, ну, то есть всем тем положительным, любовью, ну, прям восторгом. Мне хотелось бы добавить, с чего начинается использование этих знаний. Когда человек просыпается, да, он должен пожелать для себя хорошего дня. Не только для себя, и для своей мамы, папы, своих Близких родных, людей. близких. И не только близких. Нужно желать счастья, хорошего дня всем-всем-всем людям, живым существам. Да. А уже перед сном нужно, конечно, отблагодарить за то, что ты так хорошо провел день. Но если вдруг случалось что-то плохое, что-то грустное, нужно, конечно же, сказать: да, это было грустно. А если вдруг человек сам совершил какие-то уже нехорошие, неблагие поступки, можно сказать даже проступки, то, конечно же, всегда нужно Раскаиваться. раскаиваться. Да. Просто нужно понимать, что соглашаться и признавать самому себе, что тогда ты сделал ошибку. Это тоже большой труд, который развивает нас самих как личность. Ну, спасибо вам большое, что вы поделились с нами, дали нам такие рекомендации, советы, как нужно чувствовать, да, в повседневной жизни вот этот азарт, это то положительное, которое наполняет нас, и оно имеет основу, базу. И мы вам тоже пожелаем, чтобы у вас было все хорошо, Спасибо. в вашей деятельности, в ваших уроках, занятиях, потому что мы знаем, что вы преподаете и делитесь со своими знаниями. И мы тоже вам, уважаемые телезрители, пожелаем всего самого наилучшего, счастья и добра. До свидания.